Ну что, всем привет! Сегодня 13 мая 2020 года, и мы приехали, вернее, на этом автобусе 17-м на 203 микрорайон. Сейчас погуляем. Сегодня у нас тут река вскрылась, идет. Если дойдем до берега, я вам покажу, сниму доход, но тут нету его. Ну, по крайней мере, на льдине посмотрим, и уровень воды какой. Здесь вот такие вот дома, построенные недавно относительно. Туда тоже вот этот весь квартал новой застройки. Сейчас погуляем по нему. Здесь дорога новая, но еще делается. С этой стороны гаражи. Здесь какой-то котлован. Рабочие работают. И потом движение машин довольно приличное. Видим здание МЧС России. Предупреждение, спасение, помощь. Велосипедисты. Такая дырка. Главное в эту дырку не свалиться, а то будет очень плохо. Восточный Сибирский институт экономики и менеджмента, колледж инновационных технологий, Восточно-Сибирский лицей. Так, а вот здесь вот видно, да, что пожарные машины вот эти вот сюда выезжают. И надпись: при пожаре звонить 01. Смотрите, какой здесь бронзбойт. Это под бронзбойте, да? Интересно, здесь, в отличие от самого Якутска, здесь вот такой заезд есть, смотрите. И там практически под землей получается. А почему так сделано? Из подземной парковки. В Якутске-то все же дома на сваях, вообще-то, у нас, да, вечная мерзлота. Строить так просто нельзя на земле, поэтому сначала заколачивают сваи, а потом уже делают фундамент. Тут красиво облагорожено, да, из наших любимых всяких пластиковых бутылок. Детская площадка даже есть такая скромненькая. Детский сад Узнавайка. Понятно. А здесь языковая школа ESL. Ну вот этот квартал-то он построен на песках, и поэтому здесь уже возможны разные модификации. Ну, как мы любим какушки, мы без них никак не можем пройти никуда. Собачьи. Вот, люди здесь, наверное, не бедные живут, я так думаю, в этих домах. Там, кстати, вот там дом, вот видите, да? Там по форме как бы парус Дубая есть. Небоскреб, который в Дубаях повторяет очертания как-то. Ну и поэтому вот здесь, поскольку этот новый квартал, здесь удалось достичь того, что парковки можно делать как бы под землей. Плиточка ровненькая. Плиточка. Все идеально, заезды. Здесь для
людей с колясками. Так, а вот это вот у нас библиотека Смарт 203 и детская школа искусств. Там вот чуть подальше. Вот тут какой дом интересный. Что это такое? Непонятно. Туда проход. Мы посюда, наверное, пойдем. Хотя уже, в принципе, вон, смотрите, там видно реку. Ну, сейчас попытаемся вон туда все-таки, туда дальше пройти. А вот эти дома, смотрите, они типа повторяют, что ли, очертаниями как-то, ну, такая, как в Дубае парус есть небоскреб, типа этого. Ну, здесь, конечно, у нас элитное жилье, детсад, звездочка. Люди здесь берут жилье в ипотеку под немаленькие проценты, платежи у них тут немаленькие, естественно. Но местами еще не доделано, да, как мы видим. И здесь тоже не доделано. Супермаркет Туяра. И вот тут тоже подземная парковка у них есть. Вот там, видите, такой полукруг как бы. Смотрите, дома и рядом детсад. Почему не жить, да? А с этой стороны застекленные уже балконы. Местами мы видим, да? Супермаркет Тока. Ну, народу, видите, да, сколько? Хватает народу. Ну, лошади тут не без этого ходили, себе оставили. И мы видим здесь довольно много людей. Да? Вот. И почему много? Много людей и машин. Потому что тут смотровая точка у нас, да, как бы. Надо осторожно идти. Люди смотрят на лед. Вот, смотрите, сколько приехало. Сегодня объявили, что очень высокий уровень воды в реке, поэтому подходит как бы к критическому в районе Якутска. В районе Кангалас у нас затор, там узкое место, и поэтому плохо протекает. Вода вот поднимается пока. Дом шикарный, да? Тут вид, конечно, хороший на реку, прямо. Но здесь у нас вода стоит, по сути дела. Потому что там дамба дальше, да? Дальше вон туда дамба, и поэтому она здесь непроточная. И вот вода уже подходит, мы смотрим, да, какой уровень воды. Практически можно еще немного. Тут сколько? Метр, да? Метр, полтора. И вода будет заходить сюда уже. Дины. Вот смотрите, да? Но они стоят. Это вот там дальше. Дальше протоки. Там движение льда идет. А здесь пока вот так уровень будет стоять. Вот дети вышли с мамками, кидают. А вот здесь вот, ну, кого-то кормят здесь, да? Смотрите, кого это кормят. Птицы, чайки летают. Ага. Сейчас водичку. Но я трогать не буду. У меня перчатки на руках. Ну вот видите, лед, да? Лед. Льдины. Это никакие льдины.
А вон там, он, вдалеке, вон там, смотрите, чайки летают. Видно, нет? Вам? Ну, тут можно наблюдать, вот поднимается, нет, или уровень воды здесь. Если он поднимается, значит там еще затор по кангаласах. Люди фоткаются. Такой уровень-то у нас редко когда бывает. Он обычно ниже здесь метров на 5, наверное, так. Ну что, пройдем дальше туда. Посмотрим там состояние. А вон там дальше вдалеке дамба. Дамба. Но вот если через нее надо до туда нам дойти и посмотреть, какой уровень воды там с вами. Смотрите, какая глубина. Такая вот она. Ну, пойдемте дальше. Там, я надеюсь, как-то мы пройдем до туда. Не надо будет нам обратно топать с вами по этой дорожке. Потому что я знаю, здесь вот эти дома, они ограждены забором. То есть оттуда не пройдешь, сюда вот не выйдешь. Вдоль всего вот этого берега забор. Смотрите, еще льды лежат здесь. Еще не тронулись пока. Смотрите, какая льдина здоровая. Трещины уже все пошли. Вот тут вот детский садик с шикарным видом на реку. Тут воздух почище, чем, конечно, в самом городе. Потому что там пылюга, машин много очень, транспорта. А здесь как бы на берегу уже почище воздух считается. Там вот мы туда дальше, если пойдем, дойдем до городского пляжа. Ну, летом, когда у нас в июле, ну, можно даже если в июне, да, а обычно с июля месяца он открывается. Мы там были, снимали тоже, можете посмотреть предыдущие видео. Там несколько раз мы ходили и снимали. В том году снимали, в 2019 тоже. Ну, городской пляж. Кому лень куда-то далеко уезжать или транспорта нету. Все. Давайте вот здесь вот спустимся. Спустимся здесь. Все, короче, на этот пляж идут. Ну, здесь еще уровень, смотрите, приличный, да? Подниматься надо это долго. Это камень поставил. Чего только. А смотрите, вот там вертолет летит. Видать, наблюдают за обстановкой на реке. Река туда дальше идет еще-то. Это вот у нас тут вот эта протока. А там еще дальше есть основное русло. Смотрите, вертолет летит. Конечно, в этих домах вид шикарный. Конечно. И смотрите, здесь заборчик-то солидный, да? Такой мало где делают. И надпись «Посторонним вход запрещен». Так что мы с вами пойдем отсюда, поскольку мы посторонние. Я, оказывается, ошибался. Вот здесь можно пройти, смотрите. Вам секретку открываю. То есть между домами оттуда с дороги можно посюда пройти. Вот.
сюда пройдем. Чайки. Тут рыба есть, видать, раз они такое интенсивное движение. Может так и камень отлететь, честно говоря. А вот смотрите, этот судно у нас переправа. У него сзади такой большой стоит вентилятор, пропеллер, да? И он вот по льдинам может перемещаться. Вот видите, да, его? Сейчас. То есть он здесь набрал людей с этой стороны и везет их туда дальше. На ту сторону, на противоположную сторону реки. Там находится у нас поселок Нижний Бестяг. Здесь вот переправа. И здесь можно посмотреть. Заборчик такой. Все что-то кидают. Вот кажется. Тайфун. Вот он. Или он поворачивает, не поймешь, что он хочет делать. Вон, видите, у него сзади большой-большой такой пропеллер, как у самолета. Только сзади, вот он движется. Смотрите, начинает набирать обороты. Смотрите. Сейчас должен набрать скорость, по всей видимости. Потому что так он будет очень долго плыть. Ну вот они тут поближе. Сейчас мы подойдем. Тут целая у них стоянка. Вот видите, сколько туда дальше вдаль. Много их стоит. Целая парковка. И мы видим, что здесь уровень воды вот уже с этой вот нижней набережной. Практически. Отсюда еще сниму вид. А вот там вот дальше, вдалеке видно вот дамбу. Там сколько? Метра 2, наверное, да? Осталось до верха. Сейчас туда прогуляемся еще. Такая лестница деревянная. Чтобы ноги не сломать, мы будем спускаться по ней. И здесь тренажеры. Смотрите. Так, ну если вот вода, смотрите, еще будет прибывать, то она уже сюда вот вытечет. Вот они какие. МЧС. Марс. Судно. Их много прилично, да, здесь. Люди сюда вон приезжают, видно. Кого-то привозят на ту реку, переправа. Аэробот. О, смотрите, какой здоровый. А здесь жердинки. Вот их сколько здесь. А вот там, смотрите, какие-то перила. Там что-то построено было, что ли. Давайте дальше пройдем. О, тут уже, смотрите, а тут-то затопило уже. Вот у них какой пропеллер сзади, здоровый. Видали? Как у самолета. Только он по воде. Получается, это как бы катамаран, да, или такая лодка, да? Тримаран. И сверху вот такой вот. Много-много их здесь. Я даже, честно говоря, не ожидал. Сам тут первый раз
делал вместе с вами открытие. Вон удочки даже, смотрите. То есть люди на рыбалку плавают. Сюда. Хилос. Да, сколько их здесь. Хилосы. Всякие разные. Вот, смотрите. Мусорка уже в воде. Вода прибывает, да? Пока. Даже видно, что ли, течет, что ли, она как бы притекает, а? Смотрите. То есть получается, что уровень воды пока не спадывает. Так, ну ладно, дальше. Нам уже надо посюда идти. Так. Сложно идти. Так, а там мы пройдем, не пройдем. Сейчас кто знает, там проход-то есть. Ну вот что только не сделаешь ради контента, чтобы поснимать. Куда-нибудь выберешься и сам что-то узнаешь новое, полезное. Тут все уже тупик получается. А, вон она. Смотрите, там люди. Там дамба. Там мы как не пройдем никак. Там надо будет возвращаться. Заборы. Можно по этой спуститься туда вниз. Лестница. Да, тут заборы, и мы уже не пройдем. Может быть, как-то можно было посюда пройти, но тут затоплено уже. Затоплено, а здесь у нас все уже. Так, а там что такое интересно? Туда если. А туда нельзя пройти, не знаешь, да? Нет, да? А, там везде заборы, а тут затопило. Верба. Верба, смотрите. Сколько вербы. Тут что у нас такое? Тут вон какая-то территория тоже. Тут можно было так пройти, но не пройдешь. Поэтому мы сейчас с вами вернемся обратно. И я пройду на дамбу. Там дальше уже. Вон вертолеты летают. Смотрите. В связи с опасной паводковой ситуацией. Прямо над нами. Панорамка. Вот там вот дамба. Туда куда-то машины дальше проезжают. Все. Целый поток. Ну и вот такая вот у нас стоянка. Он приехал, что ли, вот этот. Еще один приехал. Сейчас подойдем, поснимаем. А вон он, смотрите, приплыл. Приплыл он. Ух, чайки-то как, а? Кружат. Он ложит трап. Там люди должны, наверное, вылезти, да? Если он груженный приплыл. Так, а мы, наверное, туда спустимся еще. Опс, вот по такой вот каменистой, по такому каменистому спуску. Вот у кого-нибудь есть такие люди? Такие вот лодки. Поворачивают, а это он хочет к этому, чтобы люди вышли оттуда. Вот они с того берега пришли. Приплыли, вернее.
Сейчас будут выходить. Вот так вот люди с того берега приплывают, переправляются. Вот так вот. Вот в масках они там даже. Смотрите, вон они едут. Грохочет, да? Грохот какой. А у этого сзади две турбины. Ну, мощно как, смотрите. Вот так он и плывет по льдам. По льдинам плывет. С людьми с того берега приплыл. А это мощная машина. Вот эти льдины закачались. Оба. Ну все, он там поворачивает уже и причаливает. А мы с вами вот по этому переходику пойдем. Все-таки он там, это что? А, он разворачивается вот таким образом. Смотрите, он развернулся. Цирк показывает, короче. Крутится. Да, мощная техника. А там, наверное, сидеть тоже прикольно, я думаю. Аттракцион еще тот. Так, ладненько. А мы с вами вот по этим льдинам пойдем. Вернее, по льдинам, по этому проходу. Детская площадочка. А вот это вот мы видим здесь заезд для машин, да? Здесь тоже. На велосипедах катаются уже вовсю. Ну, тепло, растаял снег в городе, поэтому и высохло все, поэтому чисто, в принципе, можно кататься уже. Смотрите, да? Навес для машин, там гараж дальше идет. Подземный гараж. Сюда, если заходить, а вы видите, да, под землей получается. Здесь заезжаем. А мы нам с вами на это, в эту сторону надо пройти. Ну, сейчас 7 часов уже вечера. Движение, в принципе, интенсивное. Здесь вот такие вот коттеджики вдоль берега. Эти вот за забором там движение. Это, с учетом того, что это периферия, да. Тут интенсивное. Много машин довольно. Ну, вроде бы с 12 числа отменили чего-то там. Сегодня уже 13. Поэтому народ и машины, они уже повыходили. Что-то заработало уже. Какие-то производства, предприятия. Дом музыкантов. Смотрите, 202 микрорайон. Вот если в этих домах вы живете, вам до пляжа 1 минута. Ну все, вот на это развилка, и мы переходим на дамбу, на саму. Там у нас был зимой ледовый парк, если помните. Вот это вот памятник кораблю. О, даже работает, смотрите. Точно бистро работает. Можно тут что-то себе заказать. Ножки куриные, да? Чикен-бургер. Кофе люди заказали.
И вот еще одна кафешка, да? Даже их тут несколько. Ух ты, работает. Люди-то идут интенсивно, он у них дизель, да? Стоит. От него они питаются. Смотрите, прогулочная зона. Люди ходят, гуляют. Кофе пит шоп. Цены. Соблюдайте расстояние, написано. Скрыто. Здесь шашлычок, да? Шашлычок. Горячий шашлык. Всякие разные штучки. Ой, как тут тепло-то. А, вот шашлык где. Вот он, шашлык. Так. И мы проходим дальше на дамбу. Вообще-то можно нам пройти вот по этой дамбе, да? Раньше ее не было, вот относительно недавно сделали эту дамбу. Сейчас я покажу вам. Здесь у нас ТЭЦ. И вот это как бы озеро образовалось. Это для этой ТЭЦ как раз водосброс. Оно снабжает городом отопление. Горячая вода. ТЭЦ городская. Вот этот дым, который сверху вы там видите, это пар. Смотрите, сколько народа. Прогулочка у людей. Но здесь уровень маленький, потому что это как бы озеро. А мы туда дальше с вами должны идти. Вот вывеска «Ледовый парк». Кто смотрел, видео мы снимали здесь на канале, ниже, там можете посмотреть. Но этот сезон опять неудачный, видать, получился, потому что так, пойдем сюда, дверца. И вот здесь какой уровень, сейчас посмотрим. Ну сколько здесь осталось еще? Метра полтора, да? А вообще-то в 98 году, 1900, еще в том веке тут наводнение такое было сильное, что вот эти льдины, да, они прямо на дамбу вылазили. Вот сюда вот вылазили. Дамбу. Вот ледяная вода вам. Смотрите, лед плавает. Холодная, да? Моржи есть? Моржи. Можете искупаться. Вот лед. Чайка. Чайка летает. Рыбку хочет, да, скушать? Ловит ее. Ух, села. На досточку. На досточку села. А вот смотрите, видите, да? Вот это вот наблюдательная вышка. Беленькая такая, видите, да? Чуть дальше. Это пляж, когда здесь летом наблюдают, люди сидят. Да, жалко, я фотоаппарат-то не взяла нормальный. Можно было пофоткать. На эту камеру ты что, сильно хорошо не снимешь. Вот. Ну и если смотреть, стоять здесь, да, где-то метку сделать, можно наблюдать. Вода прибывает, убывает. Так, сейчас мы с вами пойдем в ту сторону, там посмотрим, что творится. Люди льда не видели. Ну, в общем-то, прямо в городе находится, поэтому видите, какой поток машин. Что ты будешь делать? 50 метров, прибрежная защитная полоса. Вот, заборчик идет такой. А мы вон до тех катеров дойдем еще с вами. Вон там катера, сейчас до них дойдем. Здесь, смотрите, стоянка целая автотранспорта. Мы идем по этой штуковине, бордюру такому.
лестница вон деревянная всплыла. Купаться запрещено. Далее. Купаться запрещено. Ну тут смотрите, какая высота, да? Вот здесь вот уже вода близко подходит. Главное, чтобы вот это мы находимся, наверное, на самом низком месте, да? Самая узкая. То есть вот с этой стороны река и вот с этой стороны река. Вот если она подымется настолько, что начнет посюда течь, то это уже опасно. Это уже опасно. Пойдемте по этому бордюрчику. Забавная надпись: черви, телефон, звоните. Как бы черви нужны. Так, ладненько. Вот эти вот рыбоохрана написано. Катера здесь, но эти уже, конечно, по льду не плавают. А вот смотрите, здесь, вот там вот судно на воздушных подушках у нас. Такие кораблики прикольные. Припаркованные здесь, смотрите, да, уровень уже какой, да? Еще 1,5 метра, и тут зальет это все дело. Вода будет переливаться через дамбу, а это уже опасно. Это уже критическая высота, это уже угрожает городу затоплением. Так, ладненько, пойдем на эту сторону. Здесь видим там большие корабли, паромы. Это уже у нас здесь пристань. А там вот дальше, видите, краны, да? Краны, видите? Это пристань, ну, речной порт, так его называют. Сюда причаливают корабли летом для разгрузки. Там видно даже вот в районе речпорта. Ну, сейчас, наверное, по туда и пойдем. Ага, точно, вот по этой вот дамбе туда и пойдем, там выйдем. А это здесь припаркованы судно речного флота, Ленского речного флота. Туда куда-то машины дальше еще едут все. Но мы туда уже не пойдем, там надо далеко туда шлепать, неохота уже. Смотрите, он там дальше, вдалеке поплыл этот катер с винтом. Он вдалеке, прямо по льдам, видите, да, плывет. Так, ну вот мы с вами стоим на дамбе посреди как бы реки, да? Раньше тут когда-то она протекала, сейчас в 67 году, по-моему, построили вот эту дамбу. А мы сейчас с вами пойдем вот по этой дамбе. Это уже позднее ее сделали. Вам видно, да, ее лодку? Прямо по льдам плывет. Как-то по-другому. Тут надо горизонтально держать, потому что у нас... Так, вот я так умудрился снимать. Так, ну все, пошли, выходим на дамбу на эту. Пошлепаем по ней. Сюда обычно машины доезжают, останавливаются. Купаться запрещено. Ну, моржи есть отважные. Водичка холодная, ледяная, как раз сейчас взбодрится, да? Ну, а здесь вот почему машины не проезжают. Смотрите, какой уровень здесь, да? Смотрите, сравнение, какой уровень вот здесь вот. Вот такая вот вода летом у нас стоит. Видали, да? Разница какая. Вот с этой стороны слева летний уровень, а справа вот сейчас вот, когда половодье, ледоход. Ну а мы с вами вон туда дальше пойдем. Сейчас походим. Да, конечно, вот на велике-то было бы замечательно, да? Видите.
быстро. Надо будет тоже такую технику отвадить, шины накачать, там проверить, может, сдутые колеса. И поездить можно будет вот туда на остров, еще куда-нибудь поездить. Места вокруг Якутска довольно много интересных. А вон, смотрите, судно движется. Это какой-то паром, что ли. А ему тут, видать, это для него не льдины. Смотрите, какой вид. Солнце уже, скоро закат будет. Облака. А вот этот паром поближе уже к нам подплыл. А он куда-то сюда встанет среди этих. Так, ну приближаемся потихоньку уже к концу. И видим здесь Демьян Бедный на фоне. Смотрите, теплоход у нас один из самых лучших. Так, здесь такая труба, нам надо ее как-то перепрыгнуть. Ног, наверное, хватит, да? Ну, по ней что-то течет даже. Ой, вот так вот встаем и так вот переходим. Фу. Это водозабор, да? Вот в это вот вода циркулирует, туда качается, уровень, видать, поддерживается определенный. Ну вот это Демьян Бедный, еще раз, еще с советского времени, я помню, он курсирует, один из лучших теплоходов у нас на реке, на нем можно на Ленские столбы плавать, ну как туристский. Кто не был на Ленских столбах, конечно, красивое зрелище. Если в Якутию приезжает, надо обязательно посетить. Там можно на них залезть, и там такая панорама шикарная. Такая красота. На вид на реку. Тут вся пристань, да, такая какая-то плавучая. Угу. Да, мы сейчас выйдем, получается, в районе уже от этой ТЭЦ, теплоэлектроцентраль наша. А вот здесь люди даже... Ой, рыбачат, смотрите. Я вообще не хочу туда идти, смотрите. Рыбаки, тут рыба есть. С ума сойти. В этом водоеме рыбу водят, разводят. Вот. Демьян Бедный. Красавец, да? Надо сфоткать. Вот он какой красавчик, да? Лайнер. И рядом с ним подобный Михаил Светлов. Это, по-моему, поновее. И якоря у них здесь висят. Два якоря. Видали? И такой вот трос между ними. Звезда еще, смотрите, Михаил Светлов. Люди делают селфи, что ли. А вот это вот пристань деревянная, ДМ-28 написано. И там дальше мы видим вон Метеор, тоже судно на воздушной подушке. И вот там механик Кулибин, теплоход. Ну все это вот теплоходы прогулочные. На них можно плавать по реке, ну, с ночевкой там, соответственно. Там хороший ресторан, то все. Хорошая возможность прокатиться, отдохнуть. Вот это такое, вообще непонятно, что за помойка. Что она тут делает? Что она тут делает, эта помойка? Ну все, вот. Корабли здесь. Паром
4 написано. Видно, да? А это Витязь. Витязь. Судно. Ну вот мы вышли уже непосредственно к речному порту. Или пристань, как точно называется. Вышли. И здесь сейчас тоже здесь посмотрим. Ну а тут какой-то чудо-домик с заколоченными окнами. Когда-то эти топило дома, да, когда наводнение было у нас здесь мощное, но тогда не было вот этой вот дамбы, не было ее. Теперь они тут живут просто как в раю. Туалеты вон такие у них здесь. Все. Типа дачки, да? В городе. Эти жилые дома. О, даже, смотрите, продают участок 7,5 соток. Вон. Видно, да? Все есть тут у них. Живи не хочу. Рядом речной порт. Вот это все судно здесь в заводе. А вот это спуск. Это летом, конечно. Мы видим здесь надпись. 4-й причал. Посадка пассажиров на теплоход Якутск в Нижних Бестях. Это летом уже. Куда? Заря, что ли? Тёма, так не залазь. Заря. Или еще какие-то плавают теплоходики. Небольшие. Вот смотрите, да? Затоплено. Все получается. О, вода-то, смотрите, докуда дошла. Вот это у нас здание речного порта. И она практически уже... Это мы высоко находимся еще. Смотрите. А она дошла уже до самого предела практически. Так, надо сфоткать. Надо сфоткать. Смотрите. Еще немножко. И все. Так. Вот. Что тут творится у нас? Так, а как мы туда теперь попадем? А, вот как мы попадем. Здесь еще не затопило, смотрите, поэтому можно пройти. А тут машин, смотрите, даже сколько. Вот это да. Тут 8-ка у нас автобус ходит отсюда к транспорту. Ну, карантин закончился, все, люди все выбежали смотреть, гулять. О, работает, смотрите. Кофе с собой, горячий, свежий кафе. Я сейчас фотографирую. Работает. Что это люди берут. О, на великах приезжают сюда. Да, велик иметь, тут можно по многим местам поездить. О, да, водичка все уже. Смотрите, еще немножко, и она уже хлынет сюда. Так, а его что-то завесили чем-то. Видать, ремонт или что это идет. Так, отсюда можно на 8-ке. Ой, фоткают, смотрите. Люди с детьми. На фоне корабликов. Пассажирское райуправление. Да, что-то непонятно, что с этим речным портом. Состояние ремонта, что ли. Так, здесь вот такой есть. Туда проходик, и он закрыт. Да, что-то тут грязновато у них. Столько водички. Да, тут даже толком фотографии не сделаешь. Мусора сколько. Смотрите, ужас, да? Какой-то бар здесь. Фридом. Да. Ужас.
тихий. Ну, вот она, водичка уже тут. Уже тут она. Ну еще немножко панорамы сниму здесь. Вот такой уровень воды. Вот здесь. Ну, пошли. Народу много. Еще дети играют. Вывеска здесь. Наверное, ремонт делают. Это какой? 2016 год. Понятно. Ну, кофеек продают. Здесь. И здесь тоже, да? Киоск. Новый. Ух ты, сколько вышек сотовой связи здесь. Смотрите, приехали. А это дамба, она на метра 2 выше, чем этот уровень. Ух ты, смотрите. Здесь даже пуст есть. Надо только как-то дорогу туда перейти. И вот она. То есть делать довольно сложно, да? Потому что машина. Куда-то идет непонятно куда. Глотов Николай Егорович. Основатель. Кто это такой? Николай Егорович Глотов. Годы жизни. Основатель Ленского почтового пассажирского пароходства. Якорь. И вот он, бюст его. Вот здесь вот этой площадке еще есть постамент. Погибшим воинам. Ну и вот в этом мы находимся в Речпорту с вами. Там дальше проезд в грузовой район Речпорта. Поближе память, она освещена. Вот это, смотрите, это прикол. Это фонтанчик какой-то. Летом он работает. А сейчас, естественно, ну, вот такие мишки здесь. Ну, уже давно он. Сколько лет ему. Речной порт. Сам речной порт, вот это вот. Летом он работает. Давно я тут не был уже. Когда-то мы плавали на нем. Ладненько. Выходим отсюда. Все. А, вот эти мишки, оказывается. Смотрите, они рыбу поймали и делят ее. А тут, оказывается, на этой месте очень много питейных заведений разных. Вот там от караоке, рестобар. Там какие-то пиццы, что-то там продают. Шаурму, чебуреки. И здесь вот кафе Бистро. Работают, нет, они непонятно. Ну все. По сути дела, наше путешествие закончилось. Посмотрели мы с вами на водичку, какой уровень ее. Поэтому идем обратно. Все. Всем пока.